Кубатбек Боронов стал 31-м премьер-министром Кыргызстана. В минувшую среду парламентарии одобрили его кандидатуру, программу и структуру Кабмина. Чуть позже в этот день глава государства подписал указ о назначении премьера и остальных членов правительства. Новое правительство приступает к исполнению своих обязанностей в непростое время, когда страна усиленно борется с распространением коронавируса и экономическим кризисом, наступившим из-за пандемии. На заседании парламента в среду тогда еще кандидат Кубатбек Боронов сообщил, что продолжит программу своего предшественника, в приоритете при этом сокращение экономических потерь. Наша цель сегодня – восстановить экономику страны и не допустить снижения уровня ВВП ниже прогнозируемого показателя в 5,3% до конца года. Профильным госорганам было поручено исполнить в полном объеме оптимизированный план по доходам и изыскать дополнительные финансовые средства для пополнения бюджета. Кроме того, приоритетным остается выведение регионов из посткризисной ситуации, повышение экономической активности в регионах, а также противодействие экономическим и финансовым последствиям пандемии. Подчеркиваю важность развития отечественного производства, проработку инвестиционных проектов и развития проектов по государственно-частному партнерству. Назначение Боронова премьером – правильное решение в подобных экстраординарных условиях, считают эксперты. Премьер-министром должен был стать человек опытный, которому не нужно время, чтобы вникнуть в работу правительства. А это сложный механизм, поскольку необходимо иметь опыт взаимодействия с другими госструктурами, разбираться в проблемах и понимать экономические нюансы. Это назначение политически целесообразно, говорят аналитики. Есть такое понятие институциональная память. Что это значит? Решения предыдущих правительств, они должны соблюдаться, те программы, цели, которые были заявлены, они должны притворяться. Не должно быть так, что новое правительство приходит и все сначала начинает. Поэтому, тем более, Боронов, он был министром долгие годы, первым вице-премьером, и он прекрасно знает структуру правительства, как органы взаимодействуют. Он четко работает с парламентом, с президентом. И в этих условиях, я думаю, конечно же, это было правильное решение со стороны парламента и сохраненный состав правительства. Это позволит выполнять те задачи, которые стояли в предыдущем правительстве при Алгазиеве. И это преемственность. Кубатбек Боронов отметил, что деятельность правительства будет акцентирована на продолжении системных преобразований, направленных на социально-экономическое развитие страны. Будет в том числе продолжена программа льготного кредитования для развития предпринимательской деятельности в регионах. Стоит задача ее успешно реализовать, довести до конца года объем льготного кредитования до 14 миллиардов сомов. И второе – это разработка программы плана правительства по посткризисному восстановлению и дальнейшему развитию экономики. Наряду с сохранением экономической стабильности важной остается и общественно-политическая. При этом правительство страны, как отметили парламентарии, должно сохранить нейтральную позицию при проведении парламентских выборов, не отдавая предпочтения той или иной политической стороне. Сейчас сохранить и заложить фундамент для дальнейшего развития, потому что за короткое время они ничего не сделают, они не волшебники. И второй упор на то, что он проведет выборы, создаст для всех политических партий равные условия. На первом рабочем совещании Кубатбек Боронов отметил, в работе Кабмина 11 приоритетных направлений, включая антикоррупционную политику, восстановление экономики, дальнейшее развитие системы фискализации и недопущение снижения уровня ВВП. Новый глава Кабмина подчеркнул важность качественной и своевременной реализации приоритетных направлений деятельности правительства. Перед нами стоят задачи по обеспечению вопросов безопасности, проработке вопросов по возобновлению грузоперевозок на кыргызско-китайском участке государственной границы, достигнуть двусторонних договоренностей по прохождению больших грузных машин через все 6 пунктов пропуска на кыргызско-казахском участке госграницы, развитие туризма, подготовка к осенне-зимнему периоду, организация деятельности системы образования и детских садов, завершение работы по переписи населения. Все эти вопросы должны быть в приоритете.
Задач перед правительством много. Влияние пандемии и эпидемиологической ситуации на мировую экономику вынуждает вносить коррективы и в экономику Кыргызстана. В связи с этим новое правительство пересмотрит свои экономические программы и планы. Мировой практики для того, чтобы новое лицо пришло, совершенно новое, которое никогда не было на госслужбе, и тем более премьер-министром или вице-премьером или министром, ему нужно от 2 до 4 месяцев только понять, как работает аппарат, как взаимодействовать с парламентом, президентом. Здесь мы видим, что люди, которые уже имеют опыт и государственной службы, и уровень взаимодействия, перед теми задачами, которые сейчас стоят перед Кыргызстаном, сложными, это пандемия, социально-экономическая и те вызовы и угрозы, может только совместное решение правительства, парламента и президента, совместная вот такая синхронизация их действий поможет нам провести выборы в парламент хорошие и решить те социально-экономические задачи, которые стоят перед страной. Состав правительства претерпел хоть и небольшие, но изменения. На должность первого вице-премьера назначен Алмазбек Баатырбеков. Талайбек Темиралиев стал руководителем аппарата правительства. И Алтынбек Исмаилов теперь глава Госкомитета информационных технологий и связи. Он, к слову, подчеркнул важность мероприятий по цифровизации страны как одного из приоритетных направлений государственной политики, обозначенной президентом Сооронбаем Жээнбековым. А особенно учитывая роль цифровых технологий в условиях распространения коронавируса. Это проект Санарип Аймак. В этом направлении мы должны активно работать, чтобы наши айлы-үкметы могли подключиться к системе Түндүк и могли бы получить все дивиденды цифровизации. И, конечно же, это цифровизация государственных услуг. Мы должны активно продолжать эту работу для того, чтобы наши граждане получили удобства в получении тех или иных сервисов. Обращаясь к членам Кабинета министров, только назначенный премьер Кубатбек Боронов подчеркнул, что обеспечение эффективной работы в нынешних непростых условиях требует от них огромной ответственности, дисциплины и самоотдачи. Аяна Дюшикеева, Синтурабыкеев и Азамат Джапаков, Алато 24.